которая прошла впервые в этом году и успешно финалировала 1 апреля. Старт экспедиции был 13 марта, и протяженность экспедиции составила порядка 5000 километров. Путь лежал через 2 северных и 4 арктических района нашей республики, проходил через горные хребты Верхоянска, Сунтар-Хаята, Черского, и 2/3 пути составила дорога по зимникам рек Лены, Индигирки, Яны и по их многочисленным притокам. В арктической части маршрут экспедиции проходил по тундровой и лесотундровой зонам. В целом данный проект откроет двери Арктики для туристов со всего мира. Это можно назвать апробацией маршрута, который в дальнейшем планируется для предложения туристам. Организаторами экспедиции выступило Агентство развития туризма и территориального маркетинга республики, Ассоциация туриндустрии Якутии, Опора России, и также была поддержка от Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Далее разрешите слово предоставить руководителю команды автоэкспедиции Местникову Михаилу Ивановичу. Пожалуйста. Добрый день. Ровно 30 дней тому назад у нас тут была пресс-конференция перед стартом нашим. Мы тут сидели таким же составом. Вот мы тут. Говоря о экспедиции, можно твердо сказать, это частно-государственный проект, мероприятие, которое мы успешно сделали. Совместно частники, частные фирмы, турфирмы и наше родное Министерство предпринимательства, торговли и туризма. Так, у нас заранее запланировалось 19 дней, но на технике, поэтому у нас одна техника подвела, из-за этого у нас это добавился 1 день. А так, второй экипаж, то есть он ровно приехал 31 марта, то есть ровно как мы запланировали. Все цели, которые поставлены были перед нами, мы выполнили, кроме тех, которые, когда мы должны были ночевать в палатках на самой северной точке маршрута. А так, главная цель это было установление контактов с местными администрациями, установление контактов, договоренности с предпринимателями, которые работают в сфере туризма. Все это нами сделано, и я думаю, при том это не на 100%, а на все 200%. Это проделан очень большой объем работы, чем мы очень довольны. Дальше, я думаю, ребята расскажут, у них впечатление моря. Да, спасибо, Михаил Иванович. Далее слово предоставляется участнику экспедиции Дорофееву Аркадию Васильевичу, исполнительному директору Ассоциации туристской индустрии Якутии. Пожалуйста. Здравствуйте. Значит, по нашим задачам главной целью было выявить туристские потенциалы в регионах, в арктических регионах. Понятное дело, что это труднодоступные районы, и арктические районы Якутии, они вызывают очень большой интерес не только за рубежом, но и среди россиян. Вот. Мы, значит, совершили автоэкспедицию, побывали в нескольких улусах, встретились с предпринимателями, с главами администрации, провели круглые столы. Значит, и, конечно, были очень впечатлены тем, что как нас встречали, как нас кормили с питанием, там, можно сказать, даже поучаствовали в маленьком гастрофестивале, встречались с ремесленниками, посетили их рабочие места, цеха, общались с кузнецами, общались
со швеями, мастерицами, которые, значит, все делают своими руками. Ну, значит, в администрациях есть, работают отделы культуры. Ребята очень такие одержимые, творческие, показали свои работы. Есть в некоторых улусах даже маленькие агентства. Ну, конечно, есть замечания. Были замечания. Я, как исполнительный директор Ассоциации туриндустрии, по поручению Ассоциации ательеров и рестораторов под руководством Тымыровой Татьяны Александровны, мне было поручено собрать и заполнить чек-листы по всем тем объектам, где мы, значит, побывали, посещали краеведческие музеи, кафе, может быть, и места размещения. Ну, по размещению, конечно, есть и минусы. Понятное дело, что в отдаленных участках, где нет инфраструктуры, и люди, предприниматели в этой отрасли варятся в своем соку. В населенных пунктах отсутствует интернет. Это отражается на всех отраслях, не только про туризм я говорю, да, это и в лечебницах, в системе Минздрава, ну, со всеми вытекающими. Значит, по ребятам-предпринимателям есть куда расти. Конечно, они не выдерживают все те нормы и правила, которые предписаны по законодательству, да, и мы с ними навели мосты, значит, обменялись контактами с тем, чтобы в перспективе уже работать над тем, чтобы заниматься, ну, повышать квалификацию, обучаться удаленно там и так далее. Ну, собственно, таким вот образом. Да, спасибо за информацию. Таким образом, данная экспедиция стала стартом для того, чтобы предприниматели на местах стали внедрять стандарты гостеприимства и обучаться тем требованиям, которые сейчас необходимо внедрять. Далее разрешите предоставить слово сопредседателю Якутского регионального отделения «Опора России» Ариносову Александру Сергеевичу. Он нам расскажет про проблематику турпотенциала в тех районах, которые были посещены в рамках экспедиции, про маркетинг и инфраструктуру. Пожалуйста. Добрый день. Ну, вообще у нас прошла уникальная автоэкспедиция, как я вот в прошлый раз на первой пресс-конференции говорил, о том, что только в эту экспедицию нас будут встречать все муниципальные образования, показывать культуру, этнику, музеи и так далее. Действительно, мы посмотрели очень много впечатлений, фотографий, видеоматериала. Но каждый район имеет богатый потенциал развития туризма, но вот получается, как мы отъезжаем чуть дальше Ямикона, у нас сразу начинаются проблемы маркетинга и отсутствие интернета, как уже было отмечено. Потенциал есть на местах предпринимателей, с ними мы общались, но в связи с тем, что турпоток в удаленные северные районы еще он не постоянный, предпринимателям очень сложно развиваться, потому что они не могут спрогнозировать свои доходы и так далее. И очень слабый маркетинг, потому что на местах есть что регистрировать, какие товарные знаки, можно регистрировать маршруты, но опять же из-за того, что слабого потока, этим предприниматели еще заняться не могут, но мы всем рассказывали о том, что это можно сделать через администрации района. Администрации района могут собрать сейчас потенциал, который есть в их районе, и начать уже регистрировать товарные знаки каждого района. То есть это вот очень касается Верхоянского, Белой горы, Депутатского, там есть что показывать. И вот можно было бы разработать единый маркетинговый стиль и потом уже передавать предпринимателям, чтобы предприниматели развивались уже в этом направлении. Потом необходимо продумывать событийные мероприятия, потому что туризм можно построить по событийным мероприятиям. То есть мы очень хорошо попали, допустим, на праздника полюса холода Верхоянск, нас там очень хорошо встретили.
Мы познакомились там с предпринимателями, побывали на скачках, посмотрели спортивные игры. Ну вот, спрашивал, зарегистрировали ли вы товарный знак «Полюс холода» Верхоянский? Они говорят, нет, а вот Аймиконский в этом уже впереди, то есть они этот бренд уже зарегистрировали. Поэтому, в частности, тоже мы не попали на праздник оленеводов. Он проходил у нас в Инно-Бытентайском районе, хотя должен был проходить Тополином. То есть, если бы мы еще просчитали, то мы еще и попали на праздник оленеводов. Поэтому такие событийные мероприятия, по ним можно как раз вот наша основная цель была это развивать именно зимний туризм нашей республики. И вот нам нужно проработать вот с удаленными арктическими, особенно улусами, событийные мероприятия в арктических зонах. И под эти событийные мероприятия уже можно составлять турмаршруты. Спасибо, Александр Сергеевич. Далее мы хотели бы послушать впечатления Александровой Сахаяны Гаврилевны. Это руководитель турфирмы ООО «Саха Сириус», действующий туроператор, пожалуйста. Здравствуйте всем. Ну, я как единственная девушка экспедиции могу передать только свои впечатления, да, ощущения. Ребята очень хорошо уже сказали по всем рабочим моментам, по основным целям и задачам. Но впечатления самые-самые наилучшие. Я вот сижу и думаю, как это все моменты, все ощущения, все духовные составляющие, как это можно все передать словами. Я считаю, что это практически невозможно. Это только можно и нужно ощутить самому человеку, увидеть своими собственными глазами, ощутить всю эту энергию природы нашей северной. Да? Какая уникальная наша природа, какая уникальная наша республика. Север и Арктика — это просто другая планета. Я передаю свои ощущения моими глазами. Если я закрываю глаза, то до сих пор, даже вот в этот момент я оказываюсь в этом уникальном пути, в нашем маршруте. До сих пор меня все ощущения и впечатления не отпускают. Я даже думаю, что вот все эти моменты, мысли будут еще в долгое время находиться внутри каждого человека из нас, внутри души и сердца. Вот. И наша дорога, она уникальна. Вот простыми словами отчитаться невозможно. Как я сказала, это нужно все равно ощутить самому человеку. В процессе нашего маршрута было очень много интересных моментов. Каждый улус нас очень-очень хорошо встречал. На самом деле потенциал очень хороший, и каждый улус стремится находить в себе все самые вот эти вот интересные моменты. Баягинский наслег, вот Татинский улус, это была наша первая точка встречи. Нам там провели очень хороший алгыз для благополучия нашей дороги, открытия дороги, и чтобы мы очень удачно и успешно прошли свой маршрут, посетили уникальную кузницу, которая гремит на всю нашу республику, да и за ее пределами. Наши ребята почувствовались, и наш турист Руслан Агай почувствовал себя кузнецами, там немножко даже постучали, очень много видео и фотоматериалов. Мы там даже задержались от нашего регламентного времени, настолько все это было интересно. Хандага нас встретила хлебом с солью, якутским чароном с кумысом, с песнями, с танцами. Мы посетили уникальный музей ГУЛАГ, которая вот федеральную дорогу Колыма, которую сделали, вы все знаете, да, вот, вот те люди, которые находились в лагерях ГУЛАГ. Но благодаря им, можно сказать, у нас есть доступ к нашему северу.
Поэтому это нам тоже было очень интересно. Значит, Аймеконский улус, он очень давно уже туристический, у них все очень налажено. Мы посетили старый Аймекон, полюс холода, тоже очень хорошо встретили, провели алгыз, мы станцевали танец Сохо и тоже на благополучие маршрута. Чисхан нам передал сертификаты о том, что мы посетили полюс холода Аймекон. Дальше, значит, мы поехали в Момский улус, посетили поселок Сасыр, Чистай. Один из уникальных моментов нашей экспедиции тоже там, значит, был такой маленький музей эвенков, да, и эвенов местных. И что удивительно, у них есть отдел туризма, который они сами своими силами эти материалы собрали. Мы были очень удивлены и восторжены, потому что ну, для нас, для туристов, это очень удивительно было, что в таком музее, оказывается, есть отдел, но мы в другом месте нигде не видели, кроме этого музея. Поэтому и вообще в этом поселке остались самые-самые наилучшие впечатления. Нас очень вкусно кормили в кафешечке. Как имя было ее? Да-да-да, у Полли, знаменитое кафе у Полли. Очень вкусная домашняя еда. Мы были настолько впечатлены, мы прямо 3 раза туда пошли и покушали. Очень, на самом деле, вот эта вот гастрономия местная, северная наша, она уникальная и очень вкусная. И вот мы тоже им посоветовали, чтобы они именно разработали свои меню, вот, которое только из местных продукций, и разработали меню, которое именно будет раскрывать их уникальность. Вот. Дальше вся наша дорога, которая, даже вот, как сказать, мы днем ехали, и ночью ехали, настолько всегда были впечатлены этими пейзажами, этими картинами. Наши ночные поездки проходили под уникальным северным сиянием. Это для нас это просто сказка. Такое ощущение было, что мы попали в какую-то волшебную страну. Настолько мы даже, как сказать, даже невозможно спать. Настолько все это красиво. Вот. Потом мы попали на наледь, потеряли дорогу, потом с фонарями искали наш путь. Вот вообще все эти моменты, и как наша команда очень слаженно работала, все ребята всегда вот были готовы решать все задачи, которые возникали на нашем пути. Дальше, конечно, в Момском улусе нас встречали, в поселке Хану нас встречали друзья, туристы наши, Леонид, Максим. Мы поднимались на Югору, посмотрели концерт местной самодеятельности и много-много всего. Дальше мы поехали в уникальный улус Абы, мы посетили Зашиверск. И далее по маршруту. Все это было настолько красиво. И еще хочу сказать, что мы каждый раз соблюдали наши местные обычаи и традиции перед заездом на каждый улус и всегда останавливались в уникальных местах, просили духов, чтобы они нас хорошо встретили и на благополучной нашей дороге. Вот. Еще до сих пор я, можно сказать, даже свою галерею фотографий и видео не все успела просмотреть. Настолько нахожусь в состоянии красоты, наполненности чувств. И считаю, что это очень-очень уникальный маршрут. И еще хочу передать благодарность нашим спонсорам. Это компания Финфлэр. Благодаря очень красивой и теплой куртке мы были очень согреты, и еще у нас получились очень красивые фотографии. Как девушка хочу заметить это, и хочу передать еще им большую благодарность. И также
компания «Японец», которая передала нам машину. Это борт второй, где я тоже сидела. Это Toyota Cruiser 105. Очень хорошая, надежная машина. И мы успешно прошли без единой поломки, без единой задержки весь этот маршрут. Хочу передать всем ребятам, своим друзьям очень большую благодарность за весь этот пройденный путь. Этот путь останется в наших сердцах огромной-огромной любовью и впечатлением об этой дороге. Да, я вот тут Сахаяну хотел дополнить то, что по гастрономии, то, что вот кафешка у Поли, Да. это незабываемая строганина из красной рыбы наиба, который является эндемиком, домашний суп из баранины чубуку, который был наивкуснейший. Это, конечно, мы никогда не забудем, как проезжать по наледи, когда под тобой трещит лед, тут же течет вода, Да. или северное сияние, который над тобой развивается разными красками и полощется, как, наверное, северный флаг. Это тоже незабываемые впечатления. Потом мы никогда не забудем, наверное, озерный чир с Белой горы, наивкуснейший. Благодарность Марьяне Слепцовой, которая подарила нам огромного вкусного чира. Но это просто сказка. Она нам подарила еще мясо оленины, сахатины. Да. Ну, это... И верхоянский, наверное, мы в первый раз Ой. попробовали Да, мясо да, да. еврашки, что тоже является эндемиком. И только там готовят эту еврашку. Это из такого необычного. Да, Верхоянский улус, конечно, это просто отдельный момент. Мы посетили фестиваль «Полюс холода», который был специально организован под наш приезд. Одна из прямо тоже очень сильных впечатлений. Столько много красоты мы увидели в Верхоянском улусе, очень большой туристический потенциал. Нас встретили живым коридором из красивых женщин в национальных костюмах. Нам всем подарили шкуры лисы, нам подарили уникальные книги. Мы там посетили уникальный музей. Столько впечатлений, просто вот даже невозможно все в одном моменте рассказать. И киселяхи, да? Да, самое главное, мы же Верхоянские киселяхи. исполнили свою мечту, посетили зимние киселяхи. Огромная благодарность Туяре, огромная благодарность ребятам вот из группы буранов. Нас подняли на 7 буранов. Все очень организовано, все очень запланировано. Нигде никакой остановки, все друг другу помогают. Там, конечно, мы проходили и места, где было очень много бурги, много было снега, но несмотря на это мы все равно наверх добрались и побыли там целый день. Это одна из тоже, вот видите, столько впечатлений и... Как сказал наш турист, это была лучшая изюминка на торте. Он просто стоял, Руслан, и говорил, это что-то нечто. Вот на Кигеляхе. Да. Просто у человека слов не было. Ну, у нас был один турист из Казахстана, а так мы планировали набрать, конечно, команду туристов, но получилось так, что это... Да, были желающие, но не смогли приехать, а приехал только один человек, это человек с Казахстана, с Алматы, Руслан Агай. Мы передаем большой привет нашему другу Руслану, с которым мы тоже проехали весь этот маршрут. Я вот знаю, что мы вот в группе тоже переписываемся. Он до сих пор тоже находится под большим впечатлением. Говорит, я вернулся другим человеком. Представляете, да? Вот настолько вот впечатление. Руслан вот перед поездкой, ну я с ним разговаривал по телефону, и он боялся, что это именно этого боялся, то, что это у него что-то переломится. То есть он чувствовал это. И вот недавно я с ними разговаривал, он говорит, что до сих пор не пришел еще в себя. Да, душа где-то там бродит. А так я хочу сказать вот о нашей единственной девушке Сахаяне. Вот представьте, команда 5 мужиков, ну и водители, и одна женщина. Вот когда, мы все организаторы походов, да, вот когда мы делаем походы,
ну, когда вот, даже когда мы сами ходим, вот когда есть женщины, ей очень некомфортно, даже рядом с городом. Вот, и ну, любой поход, любая такая экспедиция, это для женщины это физически очень трудно дается, пусть даже это подготовленные, да. И я хочу сказать, что, ну, я никогда не замечал, чтобы это у Сахаяны какие-то проблемы были. Но она всегда веселая, активная этим. Ну, ребята все у нас такие, которые вот сами организовывают, да, такие походы. Поэтому они твердые, сильные ребята. А вот Сахаяна вообще молодец. О ней можно это писать, наверное, стихи. Кто-нибудь напишет. Спасибо. Вот так. Ну, потому что вот у нас команда действительно очень хорошая сложилась. Ребята все очень опытные, все молодцы, все очень спокойные. Все моменты решали организованно. Вот это и есть команда. Поэтому мне, конечно, было в надежности суперкомфортно. Вообще и в духовном плане, и вообще вот после приезда, да, в моменте всегда было все комфортно, потому что вот самое главное, есть же слово, да, опора и надежность. Вот составляющие нашей команды. Все ребята, все мужчины, все молодцы. Якутские мужчины, они вообще очень сильные, молодцы. Спасибо, Сахаяна Гаврилевна. Далее предоставляю слово своему коллеге Фомину Прокопию Сергеевичу, менеджеру отдела туризма, агентства развития туризма. Он нам расскажет, какие же мероприятия в муниципальных образованиях прошли в рамках экспедиции. Пожалуйста. Всем добрый день. Вот, я как бы единственный представитель органа государственной власти рассказывал на круглых столах, какие государственные поддержки есть в сфере предпринимательства. Вот. Также вот, на Арктических районах в основном все предприниматели занимаются сельским хозяйством. Вот. И также вот, рассказывали про агротуризм, вот, какие вот, субсидии есть. Вот. Также все мы как бы консультировали предпринимателей, вот, например, как сформировать турмаршрут, да, вот. Например, вот на грантам, субсидиям, какие критерии, какие документы нужны, необходимы, какие организации есть, вот, которые могут помочь или консультировать. Вот, ну, вкратце так сказать. Ну, по мероприятиям, да, вот, много чего происходило. Вот, так. Может, добавишь что-то про свои личные впечатления об экспедиции? Ну, впечатлений много, вот, словам не передать. Вот, были различные сложные моменты, вот, на леде, вот, когда дорогу вот, занималась снегом, вот, не доезжая до Депутатской, даже ночевали, вот, посмотрели на дороги и стали, завтра поедем или подождем трактора. Вот. Ну и также вот по организационным моментам были все предупреждены, там, например, дорога Арктики тоже как бы нас сопровождала, спрашивала, куда доехали, как доехали, предупреждала, где занесло, какие трудные участки есть. Вот. Да. Ну, в общем, у каждого участника экспедиции очень много интересных Может, я еще добавлю, эмоций, да? впечатлений. Впечатлений, конечно, очень много, все равно это каждый раз всплывает и всплывает. Еще мы посетили очень хорошее оленеводческое стадо в поселке Депутатском, да? О, как это было классно, как это было весело. Мы всю ночь не спали, но все равно, когда мы приехали на стадо, мы прямо проснулись, откуда вот столько энергии человек
получает, я не знаю, там было огромное стадо, и мы как раз-таки попали на весенний хорал, да, называется, в пересчет, учет, плюс ветеринария, там кровь забирали, ставили прививки, это было так интересно, мы почувствовали себя оленеводами, бегали прямо, их загоняли в эти специальные загоны, считали, там наши ребята с этими оленями боролись, там уколы ставили, пытались там еще пытались кидать мамок, да, называется же, да, вот веревки. Наш турист тоже был очень сильно впечатлен, везде принимал активное участие. И еще отдельно хочу сказать про Тополиное. Ой, как нас там встретили. Там и есть, оказывается, вот очень старинный ансамбль маранга называется. Там бабушки какие интересные. Они носители национального своего языка, венского, да, и они нам показали небольшой концерт. Боже, как это мило, как это красиво. Настолько души и столько сердца, просто еще там мы посетили еще детский сад национальный. Ой, какие там детишки, они в национальных костюмах, красивенькие, еще поют на своем языке, ну просто такая милота, столько радости. Мы там еще и тоже посетили вот стойбище оленеводов. Олени к нам пришли, мы их кормили с рук солью кормили. Потом прямо тоже оказались в этом уникальном моменте, нас возили туда на буранах. Ну вообще столько красоты, столько впечатлений. Вот каждый улус для нас, каждый момент, каждое место, каждый поселок, местность оставили просто неизгладимое впечатление. Мы хотим снова туда вернуться. Спасибо всем. Спасибо. Насколько мы с вами понимаем, у участников очень много впечатлений, которые действительно очень сложно передать словами, но, насколько мне известно, остались еще материальные впечатления. Это фото, видео, материалы уникальных мест, и здесь есть брендированные открытки. Расскажите, пожалуйста, про них. Ну, значит, по итогам экспедиции, да? Я расскажу немножко, да, вот. Перед самым выездом в экспедицию мы заключили договор с представителем, который занимается филотуризмом, Валерий Сушков такой, да. И не секрет, что на Западе очень модно среди туристов отправлять открыточки с тех мест, где они побывали. Допустим, у нас, конечно, в этом плане есть большой пробел. Потому что вот не секрет, что туристы, которые приезжают в Якутск, они ищут фотографии, открыточки с изображением памятных мест. Да? Здесь они еще в Якутске могут найти, а вот в регионах, допустим, в том же Аймиконе или на Верхоянске, таких фотографий нет. И мы заказали вот такие вот открыточки предстоящей экспедиции, но распечатать в Москве не успели. Вот они вот буквально за нами отправили такие открытки. Автоэкспедиция Sakha Arctic Expedition. Суть в чем? Да, вот приезжает турист, допустим, в какой-то населенный пункт, и ему хочется отправить с этого места открыточку. Именно с изображением, допустим, мамонта или там каких-то сувениров, каких-то достопримечательностей. И отправляет. Это служит как бы рекламой своего рода. Далее мы заказали уже деревянную марку, значит, именно с логотипом Sakha Arctic Expedition. Это уже на будущее. И сейчас уже будем это продвигать. То есть это реклама, это маркетинг. А все то, что упоминает о чем-либо или о ком-либо, есть не что иное, кроме некролога, конечно, да, это и есть реклама. Поэтому нашим туроператорам, турагентам нужно, значит, над этим поработать, и это вот как бы есть и тоже копейка в этом зарыта. Ну, вот что я хотел еще сказать-то. Еще значит, про нашего туриста Руслана Юрьевича Агай, который приехал к нам из Казахстана, он действительно получил культурный шок. Все время он был в таком под впечатлением, даже по выражению лица можно было понять. Так вот, этот парень, он
в цехе, в центре Мандар-Уз приобрел 2 якутских ножа, которым строгал чиры этого. По-якутски ему показали, как это делать. Затем по приезду в город Якутск купил еще 2 якутских ножа. То есть это деньги остаются у нас в республике. Мы там тоже нас угощали, кормили, значит, где-то мы платили, конечно, за услуги. То есть население уже начинает понимать. И вот сейчас Михаил Иванович не даст мне, значит, ошибиться. После нашего тура уже сколько? 2 группы посетили кузнечный цех, да? То есть уже волна пошла. Люди видят уже, наши туроператоры, что уже можно возить, посещать такие места, работать с ремесленниками. И, значит, дальше больше. Есть люди, которые уже начинают эту уже идею продвигать дальше. Хотят, допустим, включить в свои туры больше этнографии, больше аутентичности. Есть даже предложение, чтобы в наших турах обязательно включили в программу выступления, значит, шаманов якутских. Вот это вот экзотика, вот это то, зачем приезжают наши туристы, не обязательно иностранные туристы. Из Западной России они вот по, значит, по итогам участия в международной выставке в Монголии, они так и заявили. Это вот участники, крупные туроператоры, оптовики с Юго-Восточной Азии, значит, из больших наших мегаполисов, Москва, Питер и так далее. Они говорят, нам не нужны такие там звездные гостиницы или там рестораны высокой моды, нам нужна аутентичность. Нам нужны юрты, нам нужны традиции, нам нужен вкус. Вот то, над чем мы должны работать. Спасибо. Спасибо. И поскольку экспедиция носила экстремальный характер, одним из самых важных моментов было обеспечение безопасности. И Михаил Иванович сейчас расскажет, каким образом это было достигнуто. Пожалуйста. Спасибо. Ну, группа была в начале этой экспедиции поставлена на учет в службе спасения Республики Саха, и с ними постоянно была связь во время экспедиции. И нами была приобретена такая вещь маленькая, но очень нужная. Вот по ней, по этому треку, любой желающий мог смотреть наши передвижения по этому маршруту в режиме онлайн. И мы это предоставили службе спасения, и они за нами следили. То есть они смотрели в данный момент, где мы находимся. Ага. И потом, ну, это как бы придает человеку уверенность, что это что-то случится. Вот люди приедут, да. И кроме этого, конечно, был спутниковый телефон, ну, Иридиум. Ну, он прерывисто, но работает. Так, потом за нами постоянно следили администрации улусов. С ними была постоянная связь. И когда вот между Абыем и Момой у нас случилась такая вот проблема большая, и первый звонок я сделал заместителю главы, который с нами контактировал, этого Абый, и они среагировали очень быстро. Вот тут мы увидели готовность мобилизоваться с северу, да. Это было как бы, ну, Куган, если по-якутски сказать, Куган и Чугестов Полбатин, плохое без хорошего не бывает, да. Мы тут увидели это как готовность северян прийти на помощь. Вот этот момент, вот, ну, эти действия, конечно, это мы же это потом поведем по этим маршрутам группы, да, туристов. И поэтому такие действия вот передают уверенность в том, что это в последующем у нас это как бы эти группы будут проходить по маршрутам, ну, более так с поддержкой, с хорошей поддержкой. Я благодарен вот службе спасения, большая благодарность Абыйской администрации, ну и всем, которые заботились, думали о нас за все это время. Спасибо большое.
Коллеги, кто-то хочет что-то еще добавить? Если нет, то я предлагаю представителям СМИ при наличии вопросов задать их сейчас. Да, пожалуйста. Тимофей Ефремов, Якутия-Инфо. 3 вопроса. Вот первый вопрос. Вы перед отъездом на пресс-конференции говорили, что у вас будет взято туристическое снаряжение, которое вы будете испытывать. Хотелось бы узнать, вот, как оно себя проявило, какие у вас есть отзывы о нем. Второй вопрос. Вот вы говорили на местах, ну, какие есть недостатки по поддержке бизнеса туристического и прочего, да? А есть ли примеры какой-то удачной кооперации, когда предприниматели друг другу помогают взаимно вот свой бизнес развивать? И в каких населенных пунктах, районах есть понимание у местной администрации в необходимости развития отрасли? И в чем эта поддержка проявляется, если она есть на местах, скажем так, какая-то, может быть, минимальная? И третий вопрос. Вы вот посещали различные сакральные места, ну, места, с которыми, скажем так, связаны различные какие-то истории, в том числе там вот мрачный там ГУЛАГ или там Зашиверск заброшенный, да? Вот возникали ли у вас ситуации, которые бы оставили у вас какие-то там, ну, мистические впечатления? Давайте по первому вопросу, да. По снаряжению, которое это мы должны были испытать, как бы это все это предоставляла моя фирма, это и Якутия, да. И перед поездкой мы приобрели у Сахаволта, спасибо Сахаволту, они вот нам предоставили эти вот, коврики со стриженной оленей шкуры, спальник один дали с оленей шерсти тоже, ну, по льготной такой цене, где-то 50%, по-моему. У них приобрели, должны были все это испытать. Были закуплены палатки специальные, это Вековский, Урал, с Екатеринбурга, Байкал 12, с ними ходят, например, это альпинисты. То есть экстремалы в Антарктиду, в Арктике, по-моему, и там у них еще это было написано, ночевали в Оймеконе. Ну, я об этом не знаю, но... Ну, а так, палатки очень хорошие, мы их испытывали перед поездкой, но получилось так, что из-за проблем с машиной у нас дней на ночевку не оставалось. Мы передвигались просто от населенного пункта до населенного пункта. Поэтому вот это то, что мы хотели испытать, все посмотреть в этих условиях, ну, не получилось. В данное время это снаряжение находится у следующей группы, она находится сейчас, в данное время находится в устье Индигирки, это 8 туристов из Москвы и наш один представитель, они как раз ночуют в этих палатках и используют эти коврики и спальные мешки. Ну вот прошлой ночью, например, они ночевали именно рядом с морем. И какие отзывы о снаряжении? Пока не получил, ну приедут, расскажут. Расскажут, да? Хорошо. Ну, по второму вопросу. Есть положительная динамика, очень хорошо показывает это Аймиконский район, то есть там как развивается туризм, благодаря вот старожилам особенно. Как Тамара Егоровна, благодаря Тамаре Егоровне, она вот одна из первых, кто начал развивать, благодаря этому сейчас там будет строиться комплекс. Потом предприниматели подхватили это, там уже есть гостевые дома хорошие, там туристы купаются. Потом большой потенциал это у Момского района. Вот мы были в Чистае, в Хану, там ребята занимаются туризмом, водят уже на Индигирку, на Пик Победы, есть что показывать в парке. Но вот как чуть дальше отъезжаем, там, к сожалению, у муниципальных образований уже, да, и с поддержкой сложно, и предпринимателям сложно в связи с немногочисленным количеством туристов. Но если вот брать Белую гору, то вот Улахан-Сис, туда уже идут постоянные туры. То есть предприниматели это подхватили, тоже уже домик сорганизовали, построили возле Улахан-Сис тоже, да, турбазу.
То есть начало вот развиваться. Это также можно посмотреть по Эльгесу, Верхоянский район, да, где у нас расположен этот Киселяхи. Ага. Там уже 3 турбазы постоянно водят туристов. Вообще Верхоянский район можно и дальше развивать. Там вот Мать-гора есть, есть старый тракт Ямщицкий, который шел до Верхоянска и дальше на север. Опять же, если брать Зашиверска, там есть другие стоянки, старые церкви, ГУЛАГи можно смотреть. Вообще потенциал большой. Предприниматели стараются на местах, но нужна дополнительная поддержка в части, вот, мне кажется, больше событийного туризма, под который они могли бы вот планировать все. Потому что даже вот из книг видно о том, что большую поддержку дало это вот цеха Лонхо, когда проводился в Верхоянском районе. Там построили несколько турбаз. Вот. И отсутствие, конечно, интернета очень затрудняет развитие. То есть как придет интернет, вот в Верхоянске тоже говорят, мы вот начнем больше выкладывать информации, потому что туристу главное сразу поделиться. А у нас вот, мы, кстати, обсуждали это вот в Хану, у них тоже такая проблема, и в Сосыри. И вот они, одно из решений, вот в прошлый раз Тимур Юрьевич тоже предлагал, это вот сделать точки доступа в муниципальных образованиях при администрациях, там, где может турист прийти и спокойно загрузить или выгрузить свои фотографии, видео и так далее. То есть вот этот нужно на Арктику распространять, пока нет. А так, конечно, предпринимателю сложно, особенно в арктической зоне, но сложно, потому что там малое население и пока нету прогнозируемого турпотока. То есть как только это станет более прогнозируемое, мне кажется, туризм начнет более живо развиваться. Хочу добавить пожелание каждому улусу еще раз обратить внимание на аутентичную сувенирную продукцию, которую бы любой турист смог приобрести. Потому что сувенирная продукция практически особо не была предоставлена, хотя у них в каждом улусе, в каждом поселке есть очень много мастериц, очень много людей, мастеров. Вот мне кажется, нужно вот все равно все-таки доработать вот эту вот сувенирную продукцию. Да, вот сувенирная продукция, она если у нас была представлена в Хану и в Верхоянском, и в Тополином, то в арктических зонах там вот это все на уровне ремесленничества, отдельных только бабушек, дедушек, которые вот именно с туристической точки зрения они не производят никакую сувенирную продукцию. Мы вот тоже с администрацией по этому поводу общались и вот предлагали как раз разработать бренды, чтобы вот этими брендами могли уже пользоваться предприниматели. И это бы дало небольшой толчок, потому что вопросов очень много. Особенно по сувенирке. Вот в Верхоянске мы тоже встречались, там очень много сувенирной продукции, вроде бы, но вся она фактически в единственном экземпляре. Поэтому есть куда расти. Третий вопрос какой был? Там... На Киселяхе были какие-то такие моменты. Нет, Говорят же, что нет, Киселях только- пускает, либо нет. Телефоны заряжают. Тут нас мистика сопровождала с самого начала и до самого конца, наверное. То есть вообще север у нас является местом таким мистическим, местом силы, местом, можно так сказать, шаманизма, чистейшего шаманизма, искреннего. Но очень сложно люди открываются в этой части, очень много сильных мест. Вообще сама природа, она по себе чистит. Вот тот же, если мы Кигиляхи возьмем, там сумасшедшая энергетика, то есть она чистейшая, она интересная. И сами Кигиляхи, вот даже если читать книгу, рассказы, то есть как они открывались, то они открылись с 2004 года, туда начались, и туда первые приехали экстрасенсы по зову местного, вот, так скажем, Ивана Великого, как он себя называл. То есть он призвал, и вот после этого уже пошли туристические маршруты. То есть и вот эта энергетика, она до сих пор чувствуется там. И таких мест у нас в Якутии много. Если взять опять же Белую гору, там Улахан-Сис, там то же самое Кигиляхи. И
если, кстати, вот мы еще по экспозициям смотрели, то есть в основном представлен советский период, и вот очень мало уделено вот действительно этнике. То есть рассказов про шаманов, легенды про название мест, легенды там про горы, духов местности. Вот это вот пока вот боятся делиться. На самом деле это вот самое интересное. Вот когда вот спрашиваешь отдельно, вот тогда они по чуть-чуть вот рассказывают. А в музее, допустим, вот нет. Допустим, опять же возьмем Омский район, Балаган, Тас. В основном спрашиваешь в музее, они говорят, это потухший вулкан. А потом про легенду спрашиваешь, а это говорят, там живет бог-кузнец, который охраняет вот и хранит вот кузнечное дело. И вот когда он стучит, это значит, вот совершается какое-то действие. И вообще для каждого кузнеца вот посетить, так скажем, вулкан Якутии, Жерва, ну вот тоже является как бы, наверное, одним из мест, как Мекка. Вот. И таких легенд очень много. Мраморная гора, тоже там своя легенда. Потом на Белой горе, вот там в Депутатском, по-моему, там 3 вот горы напротив, там тоже есть своя легенда. Но пока вот очень сложно, но в принципе люди начинают об этом понимать. В Верхоянске тоже очень много легенд. Про Кигелях там вот что не рассказ, то легенда. Там люди открываются, начинают кто-то видеть, кто-то слышать, кто-то еще что-то. То есть у нас с этой стороны можно развивать и нужно развивать. Только надо не бояться показывать и вот выбрать направление вот этого развития, с какой стороны мы будем это показывать, наверное. Хочу добавить, да, что вся наша республика уникальна, а тем более наш север очень уникальный. Вот именно своей энергетикой, своими людьми, природой, да. И если вот мы люди, да, туристы, которые очень много находимся в природе, и настолько интуиция развивается, настолько вот этот чувствительность сильная, можно сказать. И есть такие места, где вот даже машина, когда ты едешь, вот чувствуется, что замедляется момент, да, эта энергетика, она настолько сама вот охватывает весь этот момент бытия, там, прибытия, и даже перестаешь разговаривать, начинаются моменты вот расширения. Ну, я говорю свои чувства, которые испытывала непосредственно в пути, да, и есть обязательно практически в каждой местности перед каждым заездом в Улус Керяхмастер, Генер Баларди, вот это уникальные древа, которые являются ну вот они в природе являются как вот аркой входа, въезда. И по нашим традициям, обычаям обязательно нужно остановиться, получить благословение, поблагодарить, поприветствовать местных духов. Это обязательная составляющая, тем более, когда мы находимся в таком дальнем пути. И благодаря вот всем этим моментам наш путь прошел благополучно. И когда мы возвращались, вообще были такие моменты, когда мы успевали проезжать, вот особенно в перевалах моменты, и за нами лавина тут же, да, вот она происходила. Потом, значит, мы успеваем правильно проехать вот очень такой поворот, да, прижимах, да, и тут же, вот, допустим, КАМАЗы остановились, мы успели проехать прямо секунда в секунду, минута в минуты. Если бы мы это не успевали, мы бы застряли бы на 2-3 дня, там, пока трактор приедет, пока это расчистит и так далее. И наледи мы, слава богу, все тоже проходили без особых, там, допустим, погружений, не дай Боже. И вот таких тонких моментов очень много было. Были моменты, когда мы вот именно каким-то мистическим образом и благодаря благосклонности нашей природы успевали проехать вот такие вот моменты. И это очень чувствуется. И поэтому еще раз хочу поблагодарить всех местных духов нашей природы, всех людей, всех сильных людей, которые
есть в этом белом цвете, и которых еще нет. Вот. И сама природа, конечно, нужно всегда очень хорошо, с уважением относиться к природе. Вот, И тогда она благосклонна будет. о мистике, да, вот у нас старт был 13 числа. Вот 13 число, число 13 я совсем не люблю. Вот когда я планирую туры, вот когда старт и конец 13 число, это не то. Поэтому я всегда меняю, или даже это количество туристов 13, дней 13, это не подходит. А у нас мы сильно были привязаны к мероприятию Верхоянской, и как бы это график, я настроил график, я предложил, да, так и так, так и так, ну 13 выходит. И поэтому у нас 13 мы вышли. И почему я успокоился? Потому что там 13 и 31 заканчивается. Как бы это противопоставление, да? Ну, раз поехали. Ну, я думаю, это 13 число. 13, да, цифра 13, это имело значение с самого начала, да, вот когда проблемы начались с машиной, вот, у нас продуло головку, прокладка головки, от чего мы потеряли 2 дня. И потом, ну вот, проблема очень большая между Хондой и Абыем. Это, я думаю, это какие-то вот потусторонние силы все равно влияли на нас. Но оказалось, что это добрые силы, да, вот Ирдык, они ларвут, высокие они были сильнее, и они помогли нам завершить нашу экспедицию. Я думаю, вот мистика в этом основная. Касаемо мистики, мы тоже в начале нашего путешествия сомневались, потому что мы поехали против хода Солнца. Да, тоже у нас были большие сомнения по этому поводу, как мы поедем. Но доехав до Депутатского и попав на Коралл, мы увидели о том, что олени как раз бегут против Солнца. И тут мы поняли, что мы правильно поехали на самом деле. Мы как настоящие олени природы, дети природы, то есть сделали нас правильно. сопровождало. И вот мы как раз благодаря этому побывали на 2 полюсах холода. И все вот вовремя. И вот действительно мистика такая, что вот приезжаем до одного пункта, нам говорят, там метель, вы не проедете. Мы едем, и вот дорога открывается, ровно перед нами дорожники проехали, вот все прочистили. Как только мы проехали, там все заметает. И уже машины там стоят. Или говорят, там наледь вы не проедете. Мы едем, наледь проезжаем, и на следующий день она вот развивается, и все, машины по новостям узнаем, там стоят. Вот так же и было, когда мы поехали с Тополиного. Мы выехали ровно в 2 часа, перед нами почистили буквально вот только 2 лавины, которые сошло до нас, то есть дороги не было. Мы их проехали, пошел сильный потом снегопад. И вот мы действительно вот как-то так интересно 2 перевала проехали, и только наверху, когда мы закончили перевал, мы встретили только встречные КАМАЗы. То есть не вот по ходу, а по ходу там было очень сложно, потому что там шел снегопад и фактически не было видно дороги. То есть так вот мы вот миновали, потом когда вот дальше поехали, то есть колонна КАМАЗов, вот КАМАЗ перед нами завис. Мы тоже помогли там немножко, боком-боком мы этот КАМАЗ проехали, и как только мы проехали, пришла колонна. То есть буквально полчаса, 20 минут мы бы не проехали этот КАМАЗ, мы бы остались там ночевать. Потом тоже встречная колонна к нам пришла с грейдером. То есть пришел грейдер, и за этим грейдером прошла колонна около 40 машин. И опять же, там такой небольшой люфт появился, что мы вот из этот люфт выехали. И получается, вот этот люфт мы успели попасть в тот промежуток дороги, где мы могли разъехаться встречкой. То есть опять же, на 10 минут задержись, и мы бы встали, потому что встала колонна вот эта бы, и мы опять ночевали бы на дороге. Да. И потом дорогу Яна вообще закрыли, трассу Яна. А на следующий день, когда вот мы проехали, выехали на трассу, мы вот то, что дорога была около недели, наверное, закрыта, там сошло 7 лавин. Те КАМАЗы, которые мы проехали, они стояли там 2 суток.
То есть вот так вот интересно. Интересно, очень удачно проехали ведь этот маршрут. Мы так радовались, когда мы вышли на трассу, просто как дети маленькие. Ну что же, на этой ноте наша пресс-конференция. А вопрос есть, да? Хорошо. С пресс-службы правительства Умсунов Сергей. У меня вопрос. Вот вы проехали маршрут. У вас рекомендации будут туристические? Вот какой должен быть маршрут вообще по арктическим улусам? И еще по планам экспедиции планируете ли еще поехать экспедицию такую организовать? И еще один вопрос. Сейчас вот отечественные машины проходят испытания. Не хотите ли в будущем, как другие экспедиции, тоже испытания по договоренности в арктических условиях? Так, рекомендации обязательно будут. Для этого мы и поехали, да, чтобы собрать всю информацию, чтобы это в последующем, чтобы туры, экспедиции этого рода, да, проходили успешно, без казусов. Поэтому мы должны были это все испытать на себе, на своей шкуре, узнать, увидеть своими глазами. Эту всю информацию мы собрали, и, соответственно, конечно, мы сделаем. Сейчас работаем над анализом, и рекомендации мы сделаем. По поводу экспедиций, да, такие экспедиции будут. Если политситуация изменится, да, и если у Европы приедет, то уже изъявили желание приехать немцы на этот маршрут. Потом изъявила желание, по-моему, приехать команда Касперского на этот маршрут. Да, они заинтересовались. То есть, это люди, которые узнали от наших соцсетей. Наверняка еще будут много желающих. Маршрут очень интересный. Будут ли... Так, еще какой вопрос? Испытания техники, да. Но, к сожалению, наша российская техника подвела, но другие российские техники помогли в этом, да, мы потом поехали на том же Соболе, на УАЗике. Конечно, мы знаем, следим за другими экспедициями, в том числе, которые бурлаки, да, поехали на Верхоянский хребет, 2 бурлака. Это такая вершина нашего достижения по такой технике проходимой. Они очень дорогие. Конечно, такая техника нужна. Там и есть душевая, и теплый туалет, и где спать, все есть, да. Там хоть куда можно поехать. Техника очень мощная, сильная. По-любому сугробу пройдет, но она очень, да, дорогая для нас. Вот это, чтобы отработать ее, это нужно десятилетия, наверное, чтобы он обратно вернули те средства, которые будут вложены в это. Вот таким образом. А так, конечно, это... по моим ощущениям, да, то есть по моей потребности нужна техника, которая вмещает от 8 до 10 человек, пассажиров, и плюс берет груз, и при этом должна быть проходимой. Вот отвечает вроде бы к этому требованию КамАЗ, Сайгак, да, вот скажем. Он очень тяжел, потом медленный и не очень комфортный для туристов. Более мелкая, то есть легкая техника, такой техники пока нету. Который бурлак, он очень дорог для нас.
Ну, я добавлю, да, по поводу рекомендаций. Ну, как и любая турфирма, туроператор, мы, конечно, должны зарегистрироваться, что мы и сделали. Зарегистрировались в МЧС, значит, застраховались в страховой компании, обеспечены были средствами связи. Это и спутниковые телефоны, и трекер, по которому можно было отслеживать. И с МЧС, со спецслужбой, допустим, они каждый раз нам нас вызванивали, где была связь, где вы находитесь, когда вы езжаете, мы давали четкий отчет. Сегодня выезжаем во столько-то, завтра будем там-то, там-то. Если нет, допустим, доступа, мы давали несколько телефонов. Вот. По поводу, значит, автотранспорта, ну, российское, значит, производство слабенькое, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы вот что-то, какую-то альтернативу найти. Работаем с лизинговыми компаниями и прочее. То, что касается, ну, зимних туров, вот ваш вопрос был, да, если про зимние туры, конечно, у нас перед экспедицией уже были заявки от китайских турфирм численностью 30-35 человек, которые мы не могли и не можем сейчас обеспечить, потому что сейчас и размещение у нас такое. Это дело, значит, на перспективу. А в летние туры, допустим, у нас сейчас уже есть проект с Чукоткой, сплав по Колыме и на территорию Чукотского автономного округа. Если, допустим, интересно будет, мы всегда готовы, значит, выслушать. Есть какие-то, может быть, предложения, и можно обсудить. Спасибо. Ну, еще по технике, наверное, сами производители пока не готовы предоставлять вот нам, туристическим компаниям, технику на испытание. Потому что если предлагается техника, то, как говорили уже, надо ее выкупать, а это пока не по карману. Есть еще вопросы, коллеги? Если нет, то тогда предлагаю завершить нашу пресс-конференцию, посвященную экстремальной автоэкспедиции Саха Arctic Expedition 2023. Благодарю всех за участие и приглашаю на общее фотографирование. Я хочу сказать от лица команды благодарность всем улусам, всем жителям, с которыми мы встречались, всем администрациям, нашему министерству Юрию, Тимуру Юрьевичу Хамды, Громову Дмитрию, которые помогли, и благодаря вот работе всех нас эта экспедиция состоялась. И очень благодарен нашим ребятам, нашей девушке, то, что у нас сложилась такая команда. Спасибо.